والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем изучение Китаба Джамия из книги Булуг аль-Марам. Следующий хадис этой книги от Ибн Мас'уда, ради Аллаху та'аля ан, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Сибабуль муслими фусук ва киталюху куфр». Ругать мусульманина – это нечестие. А сражение с ним – это куфр, это неверие. Хадис привели оба имама, имам аль-Бухари и имам Муслим. Сибабуль муслим. Сибаб – это масдар, от глагольного существительного, от глагола сабба ясуббу, ругать. Так, ругать мусульманина. Ругание мусульманина – это что? Это сказано фусук. Это нечестие. Мусульманин – это кто? Тот, кто засвидетельствовал, что нет истинного божества достойного поклонения, кроме Аллаха, что Мухаммад посланник Аллаха и соблюдает предписания ислама. Это мусульманин. Итак, человек, если он обругал мусульманина, то он совершил тем самым фусук, нечестие. Что такое фусук? Что такое нечестие? Нечестие – это выход за рамки покорности Аллаху субхану ва та'аля. Вообще это глагол фасака. Хорошо, это слово фиск. Оно означает выход. Поэтому говорят про плод, если он выходит из своей кожуры, говорят фасакат. Фасакат, хорошо, то есть вышел за пределы. Поэтому фусук, обругать мусульманина, это фусук. Это нечестие, это выход за грани покорности Аллаха субхану ва та'аля. А киталюху, сражение с ним, киталь, это сказано куфр. Куфр, неверие, мы знаем, что обычное понимание. Слово куфр – это выход из ислама. Хорошо? Но иногда под словом куфр подразумеваются, что такие действия, которые присущи неверным. Присущи неверным. Человек, который совершает их, совершает действия, которые присущи неверующим людям, обладателям куфра этого большого. Но сами по себе эти действия, хоть они присущи неверующим, но человек, совершая их, не становится что? Неверным. Не становится неверующим, но совершает очень большой грех перед Всевышним Аллахом. Поэтому сказано куфр. А сражаться с мусульманином – это куфр. Это неверие. Об этом сообщил нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал, что если ругаешь ты мусульманина, тем самым становишься фасиком, нечестивцем. Если сражаешься с мусульманином, хорошо, то тогда совершаешь куфр, неверие. Представьте, что человек ругает мусульманина и выходит, субханаллах, пресвят Аллах, он выходит из рамок благочестия. То есть он лишается названия благочестивый, добросовестный, добропорядочный, тот, кому можно доверять, он становится фасик, становится нечестивец. Потому что противоположность фиска, нечестия, что? Адаля, аль-адаля, то есть добросовестность, добропорядочность. Что? Благочестивость. Человек перестает быть таким из-за того, что он ругает мусульманина. А сражается, сказано, это куфр. Почему? Да потому что это качество неверующих. Потому что разве настоящий мусульманин может поднять оружие против своего брата мусульманина и сражаться с ним? Хорошо? Поэтому пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Ман хамаля алейна ссиляха фалейса минна». Тот, кто поднимает против нас оружие, тот не из нас. Какие выводы из этого хадиса мы можем сделать? Во-первых, важный вывод из хадиса – это обязанность, лежащая на каждом из нас, это уважение чести мусульманина. Потому что сказано здесь, что кто ругает мусульманина, тот совершает нечестие.
Поэтому мы обязаны уважать честь мусульманина, если только человек не в ответ на чье-то ругательство произносит ругательство. Это является исключением. Фиск, нечестие, это когда человек сам произносит, что какое-то ругательство в адрес мусульманина, тогда это нечестие. Он выходит из разряда добропорядочных, добросовестных, благочестивых верующих. Но если он в ответ, хорошо, на какое-то ругание отвечает равноценным, хорошо, то тогда это то, что разрешается ему, то есть это его право. Это его право, предоставлено ему Аллахом Субхану Тааля. Конечно, если человек не ответит, есть степень выше, но мы сейчас говорим о том, что является дозволенным, то есть этот уровень дозволенного, этот минимальный уровень дозволенного, что человек отвечает, что равноценным, таким же. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва ина акабтум фаакибу бимисли ма укибтум би». А если вы наказываете, то тем же злом, который был совершено в отношении вас. Также. Хорошо? Подобным тому, что было совершено в отношении вас, сказано. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Аль-мустаббани ма каля фа'аля аль-бади минхума». Смотрите. Аль-мустаббани, два человека, которые ругаются. «Ма каля фа'аля аль-бади минхума». То, что они говорят друг другу, это все ложится, бремя этого ложится на того, кто начал, первый из них. «Ма лям я'тадиль мазлум». Если только обиженный, то есть притесненный здесь, кого обидели, если только он не перейдет грань, дозволенную грань. То есть если первый обругал, в ответ ему человек произнес, что такое же, все это ложится на кого пока? Грех на ком? На человека, который притеснил, первый начал. А тот, который притесненный, обиженный здесь, на нем нет греха. Но до какого момента? Пока он не перейдет грань. Если только он в ответ не скажет больше, чем тот ему сказал. А другой вот из этого хадиса, что фиск это меньше, чем куфр. Фиск меньше, чем куфр. Нечестие меньше, чем неверие. Почему? Потому что фиск это наказание за что? За поругание, да, за ругательство. А куфр, неверие, наказание за что? За сражение. Сражение, конечно, что тяжелее, чем ругательство, поэтому фиск меньше, чем куфр. Другой вот из этого хадиса, что сражение с мусульманином, сказано, это куфр. Но вопрос куфр, неверие какое? Неверие, пророк алейхиссалату вассалам называет это неверием, чтобы было нам это устрашением. Чтобы человек устрашился. Что он делает? Он делает то, что неверие, действия неверных, неверующих. Но неверие бывает двух видов, братья. Неверие, которое выводит человека из ислама. Если человек совершает это, перестает быть мусульманином. Все, он неверный. Он неверующий. Хорошо? И неверие, которое меньше этого по своему уровню. Это большой грех, очень большой грех. Но человек не становится от этого неверующим. Не выходит из рамок ислама, пока остается братом. Хорошо? Для мусульман. В данном случае о каком неверии идет речь? Речь идет о втором виде неверия, то есть неверие малое, то, которое не выводит человека из ислама, но является большим грехом, является качеством неверующих. Поэтому это убеждение Расулова Джама'а, доказательство на это аяты, известные, которые мы часто приводим, аяты Сур Худжрат. «Ваин таифатани миналь му'минина ктаталу фаслиху бейнахума». Если две группы из верующих сражаются, то тогда примирите их. Смотрите, две группы сражаются, но Аллах Субхану Тааля говорит: «Миналь му'минина», из верующих. Аллах что называет эти две группы, которые сражаются друг с другом, все равно что? Верующими. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمْ عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. А если одна из них переступит против другой, то сражайтесь с той, которая переступает, с преступной группой, пока она не вернется к повелению Аллаха. فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. А если она вернется к повелению Аллаха, тогда примиряйте между ними по справедливости. Будьте беспристрастны, ибо Аллах любит беспристрастных.
И дальше сказано: «Иннамаль му'минуна ихватун фаслиху бейна ахавейкум». Поистине верующие братья, так примиряйте же ваших братьев. Аллах Субхану Тааля назвал эти две сражающиеся группы друг с другом, назвал их братьями. Хорошо? Братьями к той группе, которая их старается примирить. Если бы это был большой куфр, выводящий из религии, то Аллах Субхану Тааля не назвал бы тогда, что эти группы, сражающиеся братьями, для той группы, которая их пытается примирить. Как бы то ни было, если человек делает это, поднимает оружие против своих верующих братьев, то это из качеств неверия. Потому что мусульманин, он истинный мусульманин, не поднимает оружие на своих братьев. Хорошо? Только если человек неверующий. Хорошо, это его качество. Хорошо, кто-то скажет, сражаться, понятно. Сражение это что? Когда двое сражаются. А что вы скажете, кто-то скажет про убийство? Есть разница между сражением и между катль, убийство. Киталь это сражение, катль это убийство. Что мы скажем? Это еще тяжелее. Это еще хуже. Хотя катль все равно, даже убийство все равно оно, несмотря на очень-очень-очень большую тяжесть этого греха, все равно человека не выводит из ислама. Он не перестает быть верующим. Потому что Аллах Субхану Ва Тааля говорит: «Я айюаллазина аману, кутиба алейкум аль-кисасу фил катла». Вы, которые уверовали, предписано вам кисас, то есть отмщение, да, кисас за убитых. То есть, если у кого-то убили родственника, он имеет право на кисас, имеет право на наказание того убийцы. Хорошо? То есть, по его требованию правитель накажет этого убийцу. Будет кисас. Аль-хурру биль-хурри, валь-абду биль-абди, валь-унса биль-унса, свободный за свободного, раб за раба, женщина за женщину и так далее. В этом аяте сказано: «Фаман уфия лаху мин ахихи шей'ун». А если будет ему что-то прощено его братом, смотрите, то есть если, да, убили родственника, но потом простил родственник тому, что-то прощено его братом. Аллах Субхану Тааля называет здесь убитого братом убийцы. Убитого называют братом убийцы, это значит, что несмотря на большую тяжесть этого греха убийства, все равно это не выводит человека из религии, из ислама. И есть разница, братья, между катль и киталь, между убийством и сражением. Что легче? Что меньше? Что легче? Сражение. Сражение меньше. Легче. Почему? Потому что сражение разрешается в исламе в тех ситуациях, где не разрешено убийство. Смотрите. То есть ситуации, когда сражение разрешено, а убийство не разрешено. Ученые, например, упоминают случаи. Если есть, например, где-то люди в исламском государстве оставляют азан, отказываются от произнесения азана, или оставляют от совершения намаза, с ними сражаются, хорошо? Сражаются, но не убивают. Или, например, где-то отказываются от выплаты заката, обязательно милостыни, отказываются от этого, с ними сражаются, но не убиваются они. Сражаются с ними, но они не убиваются. Если выходит какая-то группа, выступает против повелителя мусульман, против имама мусульман, с ними сражается имам, с его войсками, хорошо, но они не убиваются. То есть, что это означает? Кто скажет, а как же сражаются, если не убиваются? То есть сражаются с ними не для того, чтобы их убить ни в коем случае, сражаются до тех пор, пока они откажутся от своего греха. Как только они отказываются от своего греха, все, их оставляют, их не убивают. Нет такого, что они уже что? Отказались, покаялись, и их там убивают. Нет. То есть цель здесь лишь, чтобы они оставили свой грех. Поэтому, еще раз, киталь, сражение разрешено там, где не разрешено, что? Убийство. Поэтому киталь это легче. Другой вот из этого хадиса, так же, как братья, впрочем, если человек, например, кто-то нападает на него, чтобы отобрать у него имущество, или убить его, или еще что-то, хорошо?
Сражение имеет право человек здесь на сражение? Да, имеет право. Для чего? Для защиты. Но до какого времени? Если человек развернулся, убежал, все оставил, можно догнать и убить его? Нет, нельзя. Хорошо? То есть киталь, сражение разрешено там, где нельзя, что? Убийство. Другой вот из этого хадиса запрещенность саббуль муслим, то есть ругать мусульманина. Ругать, говорить какие-то плохие слова ему. Это запрещено. И, конечно, тахримур киталь, то есть сражение также харам, также запрещено. Из этих двух грехов мы сказали, сражение, конечно, это страшнее, чем ругание. И здесь, братья, для нас, для всех очень важный вывод, для каждого из нас. Вывод, касающийся нашего поведения. Чтобы мы остерегались того, чтобы ругать друг друга. Чтобы произнести какие-то слова ругательства в адрес своего брата-мусульманина или сестры-мусульманки. Хорошо? Причем это ругательство, оно может быть произнесено как напрямую, когда человек видит человека и ругает его, и произносит какие-то слова оскорбительные, а может быть и заочно, косвенно, то есть в виде гиба, в виде злословия. Это все входит сюда. И то, и другое харам, и то, и другое это мин кабаири зунуб, не просто из грехов, а из величайших грехов, из больших грехов. Поэтому мы не можем, не дозволяется нам ругать друг друга. Не напрямую, не опосредованно, особенно если это талибатуль илм, если это искатели знания, если это люди, изучающие религию Аллаха Субхану ва Тааля, Коран и хадисы. Потому что обязанность людей, имеющих знания, которым Аллах открыл знания в этом вопросе, не такова, как обязанность других людей, которым Аллах не открыл знания. И если мы говорим людям, обращаясь к ним, к простым людям, говорим им: гиба, злословие, это плохо, это из больших грехов, то в отношении талибатуль илм, искателей знаний, это тем более опасно. Хорошо, чтобы они не делали этого. Это не только, если это делают талибуль илм, искатели знания, это не только грех большой, как для всех людей, это еще что-то дополнительное к этому. На нем еще дополнительная ответственность, потому что он обладающий знанием. Это грех и еще добавка к этому.